Друзья, как уже говорил в первых двух частях, цель этого проекта как можно более кратко представить роль Абхазии в формировании единого грузинского государства, основываясь на исторически значимых фактах, а также развеять все сомнения по поводу исторической принадлежности Абхазии к Грузии. В начале 19 века Россия начинает аннексию территории Грузии. Спустя 9 лет после упразднения в 1801 году Картлико-Хетинского царства, в 1810 году русские войска завладели Сухуми. Несмотря на это, Россия еще долгое время не контролировала другие территории Абхазии. В 1808 году князь Абхазии Келеш-бей Шарвашидзе, который искал пути сближения с Россией, был убит собственным сыном Асланбеем. В Абхазии начались беспорядки. Второй сын князя, Георгий, принявший христианство и находившийся в родственных отношениях с княжеством Самегрело, бежал к ним. К этому времени Самегрело формально уже была аннексирована Россией. 17 февраля 1810 года император Александр I утвердил требования Георгия Шарвашидзе и специальной грамотой подтвердил принятие княжества абхазов под свое покровительство. Изначально власть Шарвашидзе в Абхазии сохранилась в виде ограниченной автономии. Окончательное упразднение Абхазского княжества было объявлено в Санкт-Петербурге лишь в 1864 году. Последний князь Абхазии Михаил Шарвашидзе был арестован и сослан в Россию. России больше не нужна была поддержка абхазов, так как война на Северном Кавказе закончилась и была установлена российская власть. За установлением российского правления в Абхазии, как и во всей Грузии, последовало противостояние грузинского народа, в том числе жителей Абхазии. Широкомасштабные вооруженные восстания были организованы в 1821, 1827, 1840, 1842, 1866 и 1877 годах. Все восстания были подавлены русским правительством. За разгромом восстаний последовало вынужденное переселение абхазов в Османскую империю, то есть мухаджирство. Первое переселение абхазов в Османскую империю произошло в 1867 году, второе – в 1877 году. В общей сложности в Османскую империю в 1867-1877 годах были переселены более 50 тысяч абхазов. После подавления абхазского восстания в 1877 году российские власти наказали оставшиеся на родине. Абхазское население, за редким исключением, было официально объявлено виновным, что сильно ограничивало их права. Статус виновных был снят с абхазов только в 1907 году. В опустошенных районах Абхазии российские власти массово заселяли русских, армян и греков. Плодородные земли были в основном распределены между русскими чиновниками и военными. Так появились русские поселения в Гагре, пригороде Сухуми и других районах. Однако в конце 19 века самой многочисленной этнической группой в Абхазии все равно оставались грузины. Для достижения своей цели, что подразумевало упразднение количественного превосходства грузинского населения, Россия начала беспрецедентную дискриминационную политику, направленную на ограничение прав грузинского населения. В частности, было запрещено богослужение на грузинском языке, закрывались грузинские школы. В то время русские пытались натравить местное население друг на друга. С этой целью русский генерал и ученый Услар создал алфавит для абхазов на основе кириллицы. Историки царского двора начали фальсифицировать исторические факты, утверждая, что абхазы не грузины, и грузины никогда не жили в Абхазии, и что они начали массовое переселение в этот регион только с 19 и первой половины 20 века, что в свою очередь исторически лишено всякой основы. Интересен список жителей Абхазии, которые были крещены в 30-х годах 19 века. Этот список включает в себя жителей таких традиционных абхазских деревень, какими являлись Лыхни и Турыпшни, это Гудаутский район, а также Квитоули, Тамиши, Киндри, Покуваши, Тхина, Мокуви.
Это Очамчирский район. Выясняется, что подавляющее большинство христианских жителей перечисленных деревень имели грузинские, мигрельские фамилии, и лишь немногие имели современное абхазское, то есть апсуйское происхождение. Особый интерес в этом отношении имеют данные общины Лыхны, согласно которым 167 из 214 христиан, то есть 78%, носили грузинскую фамилию, и только 47 или 22% нынешнюю абхазскую, апсуйскую. Такое же соотношение было и в других общинах. Политика России в Абхазии не ограничивалась лишь этим. Чтобы уменьшить долю грузин, русские колонизаторы разделили население на грузин и мигрелов и убеждали последних, что они не являются грузинами. Более того, Россия в своих переписях населения записывала грузин-мигрелов, проживающих в современных Гали и Очамчирских районах Абхазии, как абхазцев или апсуйцев. В действительности же в 19 и начале 20 века грузинское население в Абхазии составляло большинство. В 1917 году рухнула Российская империя, и на Кавказе Грузия начала борьбу за независимость. В 1918 году была объявлена независимость Грузии. В борьбе за свободу грузинскому народу российские большевистские империалисты противопоставили абхазских большевиков. В Сохуми в 1918 году на несколько недель даже была установлена советская власть, но грузинская гвардия пресекла эту попытку московских большевиков, а Абхазия вошла в состав Грузии как автономное образование, что было подтверждено актом об автономии Абхазии, принятым Абхазским народным советом в 1919 году. В 1920 году Советская Россия признала независимость Грузии, в границах которых входила и современная Абхазия. В 1921 году после советизации Грузии абхазские большевики стремились объединить Абхазию с Россией, в частности с Краснодарским краем. Однако Абхазия настолько была органически привязана к Грузии, что отделить ее от Грузии оказалось невозможным. В декабре 1921 года был подписан договор, согласно которому Абхазия фактически в качестве автономной республики утвердилась в составе Грузии. Абхазия не была союзной республикой. Она входила в Союз Советских Социалистических Республик как часть Советской Социалистической Республики Грузии. В 1931 году этот факт был окончательно юридически узаконен, и Советская Социалистическая Автономная Республика Абхазия самоутвердилась в составе Грузии. Первый секретарь областного комитета Коммунистической партии Абхазии подчинялся первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Грузии. Систему подчинения в современном политико-административном русле можно сравнить как подчинение министра премьер-министру страны. В итоге Абхазия не стала союзной республикой Советского Союза и никогда ею не была. Такой союзной республикой была Грузия, в которую она входила. Такое положение сохранилось и в 1991 году, когда Грузия провозгласила независимость. Абхазия осталась быть частью Грузии, что было подтверждено в 1992 году при принятии независимой Грузии в Организацию Объединенных Наций без изменения ее международно признанных границ. Этот статус остается неизменным и по сей день. Международное право Абхазию и так называемую Южную Осетию, то есть Цхинвальский регион, признает неотъемлемой частью Грузии. Друзья, на этом заканчиваем третью часть и просим вас подписаться на канал, чтобы не пропустить последнюю, четвертую часть. А также можете поставить лайк, это помогает продвижению нашего канала. Всем спасибо за просмотр.